Ой, Альмаз, как хорошо, что ты сегодня зашла, Савва. Да, давно к тебе собираюсь. Кстати, тебя можно поздравить, ты замуж выходишь. Правда, мне придется привыкать к твоей новой фамилии. Спасибо, Адиля. Ни к чему привыкать не нужно будет. Мы с Айдером решили совершить просто никах. Как? И даже в ЗАГС не пойдете? Ну да, зачем нам официальный брак? Это все ненужные формальности. А когда дети появятся, ты их тоже на свою фамилию запишешь? Почему бы и нет? Многие оформляют статус матери-одиночки и даже получают выплаты или просто живут в гражданском браке. Похоже, ты не знаешь, какие могут возникнуть проблемы у семей в незарегистрированном браке. Давай узнаем об этом у юристов. В разговорной речи гражданским браком принято называть фактические семейные отношения без регистрации брака. Иногда такие отношения также называют сожительством, фактическим браком или незарегистрированным браком. Такие незарегистрированные семейные отношения с юридической стороны имеют свои негативные последствия. И не только для сторон в таком браке. Такая форма отношений может отразиться и на их детях. Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей. Фамилия ребенка. Если брак зарегистрирован, то муж автоматически вносится в свидетельстве о рождении ребенка как его отец. А в случае незарегистрированного брака в свидетельство о рождении ребенка могут вписать имя и отчество отца со слов женщины. Однако фамилию ребенок получит такую же, как и у матери. В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении отцовства, фамилия отца ребенка в книге записи рождений записывается по фамилии матери, имя, отчество отца ребенка по ее указанию. Для того, чтобы ребенок носил фамилию отца, родителям, живущим в так называемом гражданском браке, придется пройти через процедуру установления отцовства. Содержание семьи и ребенка. С точки зрения общественной морали и сложившихся традиций, беспрекословным фактом остается то, что родители обязаны содержать своих детей, по крайней мере до их совершеннолетия. Того же, конечно, требует и закон, но не во всех случаях. Если брак не зарегистрирован, а факт отцовства не подтвержден официально, то матери придется одной думать о содержании ребенка. Если ребенок воспитывается матерью-одиночкой, то, к примеру, все расходы на обучение, а это школьная форма, сезонная одежда, форма для занятия спортом, канцелярские товары для учебы, иные расходы на обучение и кружки возлагаются исключительно на нее. Она даже не сможет взыскать алименты со второго родителя, если захочет, пока не признает его отцовство через суд или добровольно. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В частности, супруга, в том числе бывшего, могут быть взысканы алименты на содержание жены, пусть и бывшей, в период беременности и в течение 3 лет с момента рождения общего ребенка. На сожителей данные положения не распространяются. Обязанности по уплате алиментов у них не возникают. Да, я уже все взял, выезжаю. Ух ты! Привет, привет, привет! Вер, привет! Как дела? Давно не виделись. Да, давно я слышал, ты женился и у тебя сын родился. Да, женился, но мы уже как полгода расстались. Да, бывает. Ну, с сыном ты-то хоть общаешься? Очень хотел бы общаться, но проблемы. Я даже не знаю, в какой школе он учится, чтобы увидеть его издалека. О, слушай, ну как-то неправильно это. Ты отец, ты имеешь на это право. Знаешь, мы ведь были не зарегистрированы официально, и жена считает, что я ни на что не имею права. Слушай, давай спросим у юристов, как выйти из этой ситуации. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных организаций. Действительно, закон дает равные права обоим родителям по воспитанию и образованию ребенка, защите его интересов и так далее.
но только в том случае, если ребенок рожден в зарегистрированном браке, то есть мать и отец официально являются родителями. Если брак не зарегистрирован, то отец обладает обязанностями и правами на ребенка только в случае, если он официально подтвердил свое отцовство. Что происходит, если этого не произошло? Отец может быть ограничен в получении информации о своем ребенке. Ему могут запретить посещать утренники, соревнования, конкурсы, даже больницы, если ребенок вдруг в ней окажется. Мнение отца может не учитываться по поводу выбора школы, вуза, клубов, кружков, воскресных школ, медресе и так далее. И страдают от такой ситуации не только взрослые, но и дети. Если ему, к примеру, запрещают видеться с отцом или с бабушкой и дедушкой со стороны отца. Ведь с ребенком может произойти и что-то экстремальное, когда ему просто необходима будет помощь родственников. К примеру, если он, не дай бог, попадет в полицию или тяжело заболеет. В случае отсутствия факта отцовства, отец и его родственники не смогут общаться с ребенком или оказать помощь в экстремальной ситуации. Как избежать таких случаев? Как защитить права ребенка, матери и отца, если их брак не был зарегистрирован или по какой-то причине распался, мы расскажем в следующем выпуске. Смотрите проект «Провокатор». Зная свои права и обязанности, вы можете обезопасить себя и позаботиться о спокойной семейной жизни с гарантией защиты ваших законных интересов и прав.